Представители всемирно известных брендов моды, розничных сетей и технологических компаний были вызваны в парламент Великобритании для разбирательства по вопросу трудовой эксплуатации уйгуров и нарушения прав человека в Восточном Туркестане. Брендовые компании по пошиву одежды попросили разъяснить, как они борются с использованием труда подневольных рабочих в ходе закупок материалов, произведенных в Китае, и как ведется контроль цепочек поставок. Комитет по стратегии бизнеса, энергетики и промышленности провел заседание, чтобы определить, какие компании, работающие в Великобритании, используют принудительный труд уйгуров. Комитет потребовал представить подробный отчет о деятельности компаний Adidas, Amazon, Gap, H&M Group, IKEA, Marks & Spencer, Nike, Puma и TikTok. Британские потребители могут неосознанно поддерживать предприятия, которые получают прибыль от принудительного труда уйгуров, и это ужасно, заявил представитель консервативной партии и член комитета Нусрат Гани. Ранее врачи учебно-методической больницы Бакыркөй сообщали, что состояние Юсуфджана Амета, который подвергся вооруженному нападению в Стамбуле, улучшилось. Из отделения реанимации его перевели в палату интенсивной терапии. В целях безопасности правоохранители с начала недели ввели ограничения на посещение Юсуфджана. Но в среду вечером руководитель Восточно-Туркестанской ассоциации по мониторингу прав человека Нуриддин Избасар заявил, что его состояние ухудшилось. Юсуфджан Амет был доставлен в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Доктора пообещали приложить все усилия для восстановления его здоровья. В прошлом году канал Аль-Джазира опубликовал интервью Юсуфджана Амета, который рассказал, что его принуждают собирать информацию об уйгурах, проживающих в Турции, шантажируя семьей, оставшейся в городе Карамай. Тогда он заявил, что отказался работать на Китай. В Китае сообщили о заражении тысяч людей бруцеллезом из-за утечки на заводе, где производят вакцины для животных. Симптомами болезни являются лихорадка, боль в суставах и головная боль. Китайские СМИ сообщили, что бруцеллез был обнаружен у 6620 человек. Тестирование прошли 55 725 жителей провинции Гянсу. 14 сентября власти городского округа Лянчжоу подтвердили заражение 3245 местных жителей. Загрязненный газ с биофармацевтической фабрики китайского животноводства Лянчжоу содержал бактерии, которые передавались людям в окрестностях. Верховный суд Соединенных Штатов удовлетворил требования республиканской партии и постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания. Согласно исковому заявлению, избирательные комиссии должны отделить бюллетени, которые поступили по почте или были поданы заочно, прибывшие после общего дня выборов, но до того, как Верховный суд Пенсильвании продлил крайний срок их приема. Представители партии потребовали от суда принять решение насчет законности данных бюллетеней. В Пенсильвании Трампа и Байдена сейчас разделяют 170 тысяч голосов в пользу действующего президента. Демократу удалось отыграть более 400 тысяч за минувшую ночь. В штате остались неподсчитанными примерно 850 тысяч голосов. Для избрания на пост президента одному из кандидатов нужно заручиться поддержкой не менее 270 из 538 выборщиков. По последним данным, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена уже 264 голоса выборщиков против 214 у Трампа. По данным агентства Kyodo, с 2022 года компания «Японские авиалинии» будет использовать биологическое топливо, полученное в результате переработки бытового мусора. Компания фокусируется на рационализации использования биотоплива, которое она тестировала в прошлом для становления углеродно-нейтральной к 2050 году. В 2018 году для этой цели было выделено 8 миллионов 600 тысяч долларов. Первый самолет, заправленный биотопливом, совершит рейс Токио-Сан-Франциско. По данным Kyodo, All Nippon Airways, которая является одной из крупнейших авиакомпаний Японии, также начнет использовать биотопливо к 2023 году.